Продолжаем эфир нашего телеканала выпуском новостей. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Жители нескольких сел Вилюйской группы районов продолжают оставаться без электричества и энергетики. Начнут восстановление только после локализации основных очагов пожаров. Якутия вновь улучшила свои позиции в рейтинге инвестпривлекательности. В этом году наш регион поднялся сразу на 10 позиций. А в Якутске сегодня определили, кто поедет на игры Манчары. На стадионе Туймада прошел чемпионат по якутским прыжкам. Правительственная группа во главе с первым зампредом Дмитрием Садовниковым продолжает работать в Нюрбинском районе. По последним данным, ведется работа по тушению 16 возгораний на площади, пройденной огнем более 2500 гектаров. Из них в Сунтарском районе 4, Нюрбинском 3, Кобяйском, Вилюйском, Верхневилюйском по 2. А в Хангаласском, Ленском и Усть-Майском районах по одному пожару. В Нюрбинском районе продолжает работать вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Он сбросил 30 тонн воды в районе населенного пункта Иноксыт. В Вилюйской группе усилят аэромобильную группировку. Кроме того, завтра в Якутию в 10:30 прибудут пожарные из Хабаровска, а в 12:30 из Владивостока. Далее все 160 человек будут перераспределены в Верхневилюйский и Нюрбинский районы. Обстановка остается сложной. И вот благодаря работе региональных властей совместно с федералами мы ожидаем прибытия большой группировки с Приморья, это 120 человек, и 60 человек с Хабаровска. Сегодня штабом принято решение: первая группа будет работать в Нюрбинском районе, вторая будет работать в Верхневилюйске. Первая группа сядет в город Мирный. Мы сегодня решили транспортировку сюда в срочном порядке. А вторая с Хабаровска прибудут в город Якутск и оттуда в Верхневилюйск. Всего на тушение пожаров в Нюрбинском районе Якутии задействовали более 400 человек. Привлекли и технику в количестве 70 единиц. Ведется тушение по кромкам пожаров, устройство минерализованных полос. Усложняют работу погодные условия. Изменяющееся направление ветра заставляет менять и направление по тушению. Работа напряженная, но на сегодня ситуацию удалось стабилизировать. В Нюрбинском районе в 5 населенных пунктах была угроза. Но активными действиями руководства района, руководства КЧС республики в лице Дмитрия Дмитриевича Садовникова, первого заместителя председателя правительства республики, глав поселений, специалистов и, конечно же, населения удалось отстоять эти населенные пункты. Проведена огромная работа по прокладке минерализованных полос. Сейчас в основном эти лесные пожары переостановлены. В пределах определенных границ идет тушение по кромкам. Теперь по Сунтарскому району. Туда прибыл самолет Б-200 для проведения сливов воды на пожары. К этому времени удалось локализовать 2 очага у сел Тюбяй и Шея. По пожарам между границ Кутанинского и Кюкяйского наслегов ситуация находится под контролем, производится окарауливание. Именно там будет работать самолет Б-200. Также нормализовалась обстановка в Вилючанском наслеге. Мобилизованные силы окружили термоточку и проводят окарауливание. Энергетики ввели в работу ЛЭП 110 киловольт в Вилюйской группе районов Якутии, ранее поврежденную природным пожаром. Инцидент произошел 4 июня. Энергетики Нюрбинского РЭС произвели замену сгоревшей опоры, расположенной на участке линии Нюрба-Вилюйск. Выведенные в резерв Верхневилюйская и Вилюйская ДЭС, которые обеспечивали электроснабжение потребителей по временной схеме. По состоянию на сегодня в ограничении из-за лесных пожаров остаются потребители нескольких сел Верхневилюйского и Вилюйского районов, поскольку пожар продолжает действовать. Специалисты приступят к дальнейшему восстановлению после локализации очага. Говоря об эпидобстановке, 101 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 64, в Вилюйском, Мегино-Кангаласском районах по 5, в Усть-Алданском 4. Еще в 10 районах выявили от 1 до 3 случаев заболевания COVID-19. К другим новостям. Якутия заняла 10-ю строчку национального рейтинга инвестиционного климата в регионах России.
Об этом сообщили на Петербургском экономическом форуме. Как показывает рейтинг, наш регион ежегодно улучшает свои позиции, в этом году поднявшись на 10 мест выше по сравнению с 2020 годом. Отмечается, что большинству регионов удалось улучшить свои результаты за счет сокращения времени прохождения различных процедур, в том числе получения разрешения на стройку, подключения к электросетям, постановки на кадастровый учет, а также благодаря улучшению качества каналов взаимодействия бизнеса и руководства субъекта России. Многие годы Агентство стратегических инициатив при президенте Российской Федерации представляет во время Питерского форума национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Мы в 2018 году, когда я стал исполняющим обязанности главы, начинали с 52 места. За эти годы, за 3 года мы продвинулись уже на 10 место. В этом году республика заняла 10 место. Это очень высокая оценка. Выше нас по Дальнему Востоку только Сахалин. И хочу сказать, что это показатель системной работы, которую ведет правительство республики с бизнесом, с малым бизнесом, средним бизнесом, крупным бизнесом. Конечно, есть вопросы, по которым нам надо работать дальше. Вместе с тем, еще раз говорю, вектор движения очень позитивный. Уверен, что и в дальнейшем мы будем делать все, чтобы бизнес на территории Якутии чувствовал себя защищенным, работал строго в рамках закона, ну и решал главную задачу, обеспечивал занятость населения республики и наполнение доходов государственного бюджета республики, который же, конечно же, еще раз говорю, пойдет уже на исполнение тех задач, которые стоят сегодня перед республикой. Также на форуме стало известно, что в Якутии появится масштабный современный лесоперерабатывающий комплекс. Соответствующее соглашение подписано между правительством Якутии, Республиканской инвестиционной компанией и группой компаний «Старвей». Сотрудничество предполагает строительство в Ленском районе, в поселке Витим, лесопильного завода. Ввести его в эксплуатацию планируется уже в 2023 году. Этот инвестиционный проект позволит повысить качество выпускаемой продукции, создаст дополнительные рабочие места, а также поспособствует развитию собственной лесозаготовки. Это и производство древесины, которое в республике будет обеспечивать наполнение нашего рынка для строительства индивидуального жилья. Это и производство различных видов пиломатериалов для нужд республики. Ну и, конечно, это, что очень важно, это экспорт. Это экспорт этих материалов за пределы нашей республики, что, конечно, очень важно для нашего такого экономического баланса, ну и выполнения ряда направлений, в том числе национальных проектов экспорта. Мы оцениваем вложения только на первом этапе не меньше 3 миллиардов рублей. Это строительство лесопромышленного комплекса по лесопилке в Витиме и вложения в лесозаготовку. И это только на первом этапе. При этом еще будет развиваться и лесопильный участок, который уже сейчас есть в Якутске. И планируем и развитие производства элементов деревянного домостроения, что актуально для республики. А предприниматели Ленского района начали весенние полевые работы. В этом году 46 организованных хозяйств высадят на площади более 1000 гектаров картофель, овощи и кормовые культуры. Как идет работа, знает наш корреспондент Светлана Балеева. В Ленском районе полным ходом идет посевная кампания. Сейчас мы находимся в селе Мурья у предпринимателя Аладдинова. Уже в марте месяце здесь были высажены овощи. Это помидоры и огурцы. Ранняя капуста тоже уже высажена на полях. Картошка, кукуруза. А на данный момент идет высадка капусты уже зимних сортов. Буквально через неделю все эти работы будут закончены. Температура 12 градусов. Это самое оптимальное для сельскохозяйственных культур. Правильное время у вас выбрано для посадки. Зиадуа Масаханов один из первых начал высадку овощных культур. Сегодня поля практически посажены. Малая их часть остается необработанной, но предприниматель планирует до конца посевной все успеть. Основное у нас картошку и капусту. Ранняя капуста у нас называется пандион, а вот средний есть чамп, а позднее есть ринда. А еще позднее зимние, которые хранение есть, это этот куля называется. По словам предпринимателя, уже через 2 недели можно будет собирать урожай ранней капусты. Прекрасно растет в суровых якутских условиях у Зиадулы кукуруза. Много лет он ее успешно выращивает. Мы ее закроем, как бы под дугу, пеленкой закроем, а вот тогда успеет. И когда она будет у вас кукуруза? Где-то начало сентября начинаем
кукурузу продавать. То есть она как бы вырастает в наших все равно условиях? Да, растает. Вы уже не первый год этим занимаетесь? Уже 3-й год кукурузу продаю. У молодого человека 16 гектар земли. Трудится здесь 10 человек. Вся высадка осуществляется вручную. Ежегодно предприятие собирает хороший урожай, реализует его по налаженным каналам. Ленский, Мирный отправляем, и этот удачным Айхал отправляем. То есть уже, в принципе, поставки налажены? Да. Большинство крестьянских хозяйств и предпринимателей уже высадили овощные культуры, но есть и те, кто этого сделать еще не успел. Причиной тому влажные земли. Затянувшейся весной и низким температурным режимом высохнуть успели поля не у всех крестьянских хозяйств. Ну, у нас посевная кампания идет очень дружно и слаженно. На той неделе мы съездили в Нюю. Там кто-то еще пахал, кто-то уже садил картошку. Сейчас думаю, что к этим выходным мы 90% отсадимся, потому что время и погода установилась. На развитие сельского хозяйства, как и многим предпринимателям, Зиадуле Мусаханову оказывается финансовая поддержка как от района, так и от республики. В этом году предприниматель получил субсидию на приобретение семенного картофеля и минеральных удобрений. В планах у молодого человека приобрести технику, чтобы упростить процесс посадки овощей. Зиадула надеется, что и ее получится приобрести с финансовой поддержкой районной администрации. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Якутская легкоатлетка стала чемпионкой России в беге на 100 километров. Изабелла Борисова выиграла чемпионат России с результатом 7 часов 32 минуты. Таким образом, якутянка выполнила норматив мастера спорта международного класса. Личным тренером спортсменки выступает заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира в беге на 100 километров Татьяна Жиркова. Второй и завершающий день чемпионата по якутским прыжкам прошел сегодня на стадионе Туймада в столице. Ловкостью мерились почти 50 лучших спортсменов 13 районов, а также представители вузов и Республиканского студенческого союза. Событие ответственное, так как победители поедут на игры Манчары, которые проходят раз в 4 года. За ходом соревнований наблюдал Алексей Лукьяненко. Соревнования проходили по 3 видам якутских прыжков: КЛЫ, Истана и Кобах. Первый день чемпионата ознаменован аж 3 рекордами республики. По прыжкам Истана Кай Адамов прыгнул 47 метров 43 сантиметра. Среди юношей до 20 лет Нюргун Сокольников 45 метров 49 сантиметров. А среди девушек Валерия Олисова с результатом по КЛЫ в 24 метра 75 сантиметров. Данный чемпионат является хорошей подготовкой к 21-й спартакиаде по национальным видам спорта и играм Манчары. Эти соревнования служат основной мотивацией к подготовке к играм Манчары, которые пройдут в селе Бердигостях с 6 по 11 июля. На этих соревнованиях выступают все лидеры по якутским прыжкам. Лидерами чемпионата стали среди женщин Валерия Олисова из Хангаласского улуса, среди мужчин ветеранов мастер спорта, многократный чемпион республики Виталий Васильев. А среди мужчин в течение 2 дней лидировал мастер спорта Кай Адамов из Горного улуса. Практически я с детства занимаюсь якутскими прыжками. И как перед игрой год, как целеустремленно тренируюсь. В соревнованиях начала участвовать 2 года назад. С прошлого года начались какие-то результаты. И вот планирую участвовать на играх Манчары. Чемпионат республики — это очень хороший старт, чтобы все посмотреть свои результаты, на что готов, что прибавить, что какие нюансы исправить. Невероятный рекорд в прыжках Кобах установил Андрей Васильев из Татинского улуса. Его результат составил 43 метра 16 сантиметров. Стоит отметить, что предыдущий рекорд принадлежал ему же в 42 метра 35 сантиметров. Победители чемпионата награждены кубками, медалями и денежными сертификатами. Стоит отметить, что большинство спортсменов также примут участие в 21-й спартакиаде по национальным видам спорта играм Манчары. До самого ожидаемого спортивного события республики остался ровно месяц. Алексей Лукьяненко, Илья Сыромятников, Якутск. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.